Здравствуйте, ребят! Я рада приветствовать вас на уроке географии. Прежде чем перейти к новому материалу, давайте вспомним, что мы прошли на предыдущих уроках и разгадаем кроссворд по теме «Атмосфера». А заодно и узнаем тему нашего урока. Скопление водяных капель, находящихся на значительной высоте над земной поверхностью. Правильный ответ – облако. Ветер на побережье, меняющий свое направление 2 раза в сутки. Правильный ответ – бриз. Какой газ преобладает в составе атмосферы? Правильный ответ – азот. Какой газ необходим живым организмам для дыхания? Правильный ответ – кислород. Как называется нижний и наиболее плотный слой атмосферы? Правильный ответ – тропосфера. Горизонтальное движение воздуха вдоль земной поверхности. Правильный ответ – ветер. Твердый вид осадков, наносящий большой ущерб сельскому хозяйству. Правильный ответ – град. Многолетний режим погоды, характерный для данной местности. Правильный ответ – климат. Ребята, отгадав кроссворд по разделу «Атмосфера», мы переходим к изучению следующей оболочки Земли – биосфере. Тема урока – биосфера, происхождение жизни на Земле. Сегодня мы познакомимся с еще одной оболочкой – биосферой. Узнаем, как зародилась жизнь на Земле, сформируем представление об организмах как компонентах природы, к которым относят растения, животных, микроорганизмы. Узнаем об их неравномерном распространении на земной поверхности. Жизнь появилась на нашей планете не сразу. Большую часть времени своего существования Земля оставалась безжизненной. Первые живые существа появились в океане почти 3 миллиарда лет назад. Это были одноклеточные микроорганизмы. Многообразие живых организмов значительно возросло. Зародившись в океане, жизнь только спустя сотни миллионов лет вышла на сушу. Приспосабливаясь к новой среде обитания, животные и растения распространились по всей площади суши и живут теперь в районах с самыми разными климатическими условиями. Но живые организмы обитают не только на суше и воде, они есть в атмосфере и даже в толще горных пород. Таким образом, живые организмы есть во всех изученных нами природных оболочках. Живые организмы обитают в литосфере, особенно в ее верхней части. Физическим пределом распространения жизни в атмосфере является озоновый слой, расположенный в среднем на высоте 20 километров от поверхности Земли. Озоновый слой ограничивает распространение жизни. В атмосфере очень много живых организмов обитает на поверхности Земли. И, конечно, полностью на всю глубину заселена гидросфера. Особенно богаты жизнью те части, куда проникает солнечный свет. Жизнь есть даже во льдах и снегах Антарктиды. Условия существования организмов зависят от факторов неживой природы, температуры, влажности, светового режима. Меньше всего тепла вблизи географических полюсов, в арктических и антарктических пустынях. Растительный и животный мир этих территорий очень беден. По мере продвижения к экватору число видов растений и животных постепенно увеличивается. Невозможно подсчитать, сколько всего организмов появилось на Земле. Одни живут сейчас, другие исчезли, но передали потомкам по наследству свои качества.
Сейчас на Земле обитает, по-видимому, несколько миллионов видов организмов. Обычно выделяют 4 царства организмов – растения, животные, грибы и бактерии. Бактерии состоят всего лишь из единственной клетки. Это первые организмы, появившиеся на нашей планете. Споры бактерий обнаружены в стратосфере, а сами бактерии – в буровых скважинах на глубине 3 километров. Некоторые из них способны существовать в условиях, казалось бы, совершенно непригодных для жизни, в горячих источниках, в ледниках, на дне океана, при высоком радиационном фоне. Растения, населяющие нашу планету, составляют ее растительный мир или флору. По латыни слово «флорис» означает «цветок». К растениям относятся хорошо всем известные папоротники, мхи, водоросли, цветковые растения и другие. Особое царство составляют грибы. Раньше они считались растениями. Это особая группа живых организмов, отличающихся и от растений, и от животных. Они занимают промежуточное положение между этими царствами живых организмов. В лесу, например, грибы участвуют в разложении опавших листьев. Получившиеся в результате вещества потом усваиваются растениями, помогая их росту и развитию. Поэтому грибы занимают особое место в круговороте веществ. В римской мифологии покровительницей животных считалась богиня по имени Фауна. Поэтому животный мир планеты еще называют фауной. Мир животных очень разнообразен. Он насчитывает более 2,5 миллионов видов. К животным относятся губки, кишечно-полосные медузы, коралловые полипы и другие, иглокожие морские звезды, морские ежи, моллюски, черви, членистоногие, паукообразные, пауки, насекомые, хордовые, рыбы, земноводные, саламандры, тритоны, лягушки, пресмыкающиеся черепахи, ящерицы, змеи, крокодилы, птицы, млекопитающие и другие. Наиболее многочисленные по числу видов насекомые. Все это многообразие живых организмов и составляет живую оболочку нашей планеты – биосферу. Все организмы существуют в неразрывной связи между собой. Растения обладают способностью создавать органическое вещество из неорганического, выделяя при этом кислород. Им необходима вода, питательные вещества, получаемые с водой из почвы, углекислый газ, поглощаемый из воздуха, и солнечный свет. Животные не обладают способностью создавать органическое вещество из неорганического, но жить без него и без кислорода не могут. Они питаются растениями, травоядные, или поедают друг друга, хищники. Масса органического вещества, накапливающаяся на земной поверхности после гибели растений и животных, давно покрыла бы ее всю слоем в несколько десятков метров, если бы не микроорганизмы. Они разлагают, перерабатывают эту массу, и она становится пригодной для использования растениями. Учение о биосфере, как об одной из природных оболочек Земли, создал великий русский ученый Владимир Иванович Вернадский. Именно он доказал, что биосфера – это единая и сплошная оболочка, которая связана всеобщим круговоротом вещества и энергии, подобно тому, как воды гидросферы связаны круговоротом воды. Биосфера самая молодая из земных оболочек, образующих природу планеты. По объему это самая маленькая оболочка. Объем вещества в биосфере не составляет и миллионной части объема горных пород, образующих литосферу или вод гидросферы. К тому же это очень ранимая оболочка.
Ведь, к сожалению, живое так легко сделать неживым. В то же время значение биосферы для жизни человека огромно. Животные и растения дают человеку пищу, строительные материалы, волокна, необходимые для изготовления одежды. Наконец, именно растения производят кислород, делая атмосферный воздух пригодным для дыхания. И еще именно животные и растения представляют собой главное украшение нашей планеты, обеспечивая огромное разнообразие природных пейзажей. Все это делает очень важными вопросы, связанные с охраной живой природы Земли. Ребята, повторим главное. Биосфера играет важную роль в жизни природы нашей планеты. В то же время она имеет сравнительно небольшие объемы. Именно поэтому охрана биосферы от разрушения очень важна, и защищать природу необходимо. Разнообразие жизни на нашей планете постепенно сокращается. Ежегодно исчезает многие десятки видов живых организмов. Виновником этого является человек. Нет, виды исчезают не потому, что человек их истребляет, например, в результате активной охоты. Дело не только в этом. Просто хозяйственная деятельность человека, добыча полезных ископаемых, строительство дорог, промышленных предприятий, городов, распахивание полей охватывает всю большую часть поверхности планеты. Для диких животных и растений просто не остается места. Ребята, запомним, причиной разрушения биосферы является хозяйственная деятельность человека. Большую роль в охране дикой природы играют заповедники. Заповедник – это участок территории, на котором сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс. На территории заповедников хозяйственная деятельность, да и само присутствие человека либо запрещены, либо находятся под контролем. Важную работу по сохранению исчезающих видов животных проводят зоопарки. Например, в лесах Европы обитал огромный лесной бык – зубр. Он слишком силен для того, чтобы быть чьей-то добычей. Тем не менее, зубров осталось очень мало, потому что у них нашелся враг посильнее, чем волки и медведи. Это человек. К 20-м годам 20 века зубры были почти полностью уничтожены. К счастью, осталось несколько десятков зубров в зоопарках Европы. Зубров стали разводить в неволе, а затем возвращать в леса. Сейчас в заповедниках обитает несколько тысяч этих лесных великанов. Все они потомки тех самых зубров, которые уцелели в зоопарках. Животный мир невероятно богат и разнообразен. Тем не менее, постепенное исчезновение многих видов животных продолжается каждый день, каждую минуту. Начиная с 1600 года вымерло множество живых организмов. В 1627 году неподалеку от Варшавы убит последний тур. В 1788 году в окрестностях Командорских островов уничтожена последняя морская корова. А в 1899 году в США застрелен последний странствующий голубь. В настоящее время под угрозой исчезновения находится 1130 видов млекопитающих, 1183 вида птиц, 296 видов пресмыкающихся, 146 видов земноводных, 751 вид рыб, 938 видов моллюсков, 408 видов ракообразных, 10 видов паукообразных, 555 видов насекомых, множество других видов беспозвоночных животных. Навсегда покинули мир живой природы речной дельфин Бейджи, марианская кряква, алантранская поганка, карибский тюлень-монарх и некоторые другие виды. За последние столетия с лица планеты полностью исчезли 83 вида млекопитающих, 128 видов птиц, 21 вид пресмыкающихся, 5 видов земноводных,
81 вид рыб, 291 вид моллюсков, 8 видов ракообразных, 72 вида насекомых. Для того, чтобы человек знал, какие живые существа требуют серьезных мер охраны и нуждаются в помощи, создана Красная книга. Самые полные сведения о флоре и фауне мира собраны в Международной Красной книге. Международная Красная книга издается с 1963 года Всемирным союзом охраны природы. Отдельные страны или даже регионы обладают собственными красными книгами, в которых содержится более подробная информация о животных и растениях. Красная книга состоит из разноцветных страниц. На черных страницах содержатся списки тех, кто уже вымер: странствующие голуби, морская корова и другие. На красных страницах собраны исчезающие и особо редкие животные: красный волк, бобры, амурский тигр, снежный барс и другие. На желтых страницах те животные, численность которых уменьшается очень быстро: белый медведь, розовая чайка, розовый фламинго, джейран. На белых страницах список тех животных, которых всегда числилось немного: болотный лунь, ястребиная сова, паук-тарантул южнорусский и другие. На серых страницах внесены животные, изученные очень мало и обитающие в труднодоступных местах: гребенчатый тритон, перламутровка селена восточная, воробьиный сыч. На зеленых страницах Красной книги представлены животные, которых удалось сохранить и спасти от вымирания. Например, речной бобр, лось. Ребята, повторим главное. Виды животных и растений, чья численность быстро сокращается, объявляются исчезающими и заносятся в Красную книгу. Большую роль в их спасении играют заповедники, национальные парки и зоопарки. В Кыргызстане также имеются природоохраняемые территории. В Кыргызстане заповедник Иссык-Кульский организован в 1948 году. Основная цель его организации – сохранение жизненных условий водоплавающих и обитающих на побережье озера птиц. Кроме Иссык-Кульского заповедника, на территории Кыргызстана организованы Сарычи-Лекский, Бежаральский, Нарынский, Каратал-Жапырыкский, Сарыча-Тырташский заповедники. На территории Кыргызстана обитают редкие животные, которые занесены в Международную Красную книгу. Это джейран, снежный барс, красный волк, сурок Менсбера, серый варан. В Государственную Красную книгу, кроме вышеперечисленных животных, включены морал, полос карелина, белая цапля, саджа, журавль и другие. Среди растений в Красную книгу Кыргызстана занесены пихта Семенова, миндаль Петуникова, барбарис Кашгарский, шалфей Королькова, перетрум эдельвейсовый, рябчик Эдуарда, ирис Колпаковского, тюльпаны Грейга, Колпаковского, Зинаиды и другие. Ребята, а теперь настало время перейти к закреплению пройденного на уроке материала. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Как называется живая оболочка нашей планеты? Атмосфера, гидросфера, биосфера, литосфера. Правильный ответ – биосфера. Живые организмы можно обнаружить в атмосфере, гидросфере, литосфере, во всех перечисленных оболочках. Правильный ответ – во всех перечисленных оболочках. Учение о биосфере создал Эратосфен, Василий Докучаев, Владимир Арсеньев, Владимир Вернадский.
Правильный ответ – Владимир Иванович Вернадский. Охрана биосферы особенно необходима, потому что данная оболочка относительно невелика по объему, легко разрушается, очень важна для жизни человека. Правильно все вышеперечисленное. Правильный ответ – правильно все вышеперечисленное. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До новых встреч!